Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня, как и анонсировала вчера, покажу и расскажу о интересных, позитивных и любопытных событиях из социальных сетей Якутии. Как только в Якутии потеплело и выглянуло солнышко, белки заполонили парки, частные сектора, заборы и даже подоконники в поиске и выпрашивании различных вкусностей. Многие белочки возвращаются к уже знакомым местам и семьям, радуя тем, что успешно пережили зиму. Но даже новенькие белочки не боятся близко подходить к людям. Күлләк байды квадрде. Аллар ауды төгөрүчү. Асты тарихка yaptı. Ага, видео здорово. А жительница села Майя Мегина Кангаласского Улуса каждое утро угощает белочку сваренным салом. На видео женщина рассказывает, что белка ела сало свинины, а сегодня лакомится салом говядины. Причем уплетает с таким аппетитом и очень быстро. Кто бы мог подумать? Северные олени – благородные красавцы тундры. Якутяне по пути в долине Восточной Хандыги заметили гуляющих диких оленей. Они спокойно гуляли, копытили из-под снега прошлогоднюю траву. К глазеющим, снимающим людям относились снисходительно, а некоторые и вовсе игнорировали любопытных зевак на двух ногах, пишет Сивцев Семен, автор красивых фото. Второй экстремальный поход Дугуйдана Винокурова стартовал из якутского села Ичугей. Всаднику предстоит преодолеть 800 километров верхом на якутской лошади. Маршрут путешественника завершается в поселке Сеймчан Магаданской области. Проект «Дорогами великих предков» предполагает повторение маршрута, по которому в старину ездили жители Якутии. Кроме того, Винокуров намерен в течение всего конного похода обустраиваться на ночлег под открытым небом. Специально для Винокурова мастер из Татинского района Якутии сшила по старинной технологии зимнюю одежду. В ходе экспедиции экстремал планирует комбинировать эту зимнюю одежду с современной. На данный момент путешественник уже как сутки в пути. Новый, простой, но невероятно атмосферный и аппетитный рецепт от панды Саха. На этот раз это якутский деликатес потроха с картошкой. Смотрим, получаем удовольствие и разжигаем свой аппетит.
Видео панды Саха смотрят миллионы людей со всего мира, тысячи и тысячи лайков, столько же комментариев с приветами и восхищениями на разных языках из разных стран. Все всегда отмечают качество и душевность его съемок и контента. Никакого хейта и только хорошие впечатления и ассоциации о Якутии, нашем народе и традиционных деликатесах. Молодой повар из Якутска участвует в новом сезоне кулинарного ТВ-шоу «Ивлева». На телеканале «Пятница» стартовал второй сезон реалити с Константином Ивлевым «Молодые ножи». «Молодые ножи» – это кулинарная миссия известного шефа. Он ищет молодых и талантливых поваров России от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд Мишлен. В 4-м выпуске нового сезона проекта принимает участие 28-летний Николай Сафронов из Якутска. Николай работает поваром горячего цеха, стаж в ресторанной индустрии 9 месяцев. Думаю, многие помнят ценную находку бурого медведя на острове Большой Ляховский Новосибирского архипелага в Якутии в 2020 году. Музей мамонта Северо-Восточного федерального университета наконец приступил к международному изучению африканского бурого медведя. Геологический возраст медведя более 3000 лет. Моя коллега Галина Чекурова подробнее расскажет об уникальности этой находки и как же планирует в будущем поступить с останками медведя. Туша была обнаружена в 2020 году местными жителями на острове Большой Ляховский Новосибирского архипелага в 8-м километре восточнее устья реки Большой Отерекан. Исследуемый бурый медведь является единственной находкой этого вида с мягкими тканями. До этого ископаемые остатки этого хищника были представлены лишь черепами и некоторыми костями скелета. Предварительные исследования уже были проведены, полностью сделан генетический анализ. Провели секвенирование митохондриальной ДНК и сейчас проводится анализ полногеномного секвенирования. Были проведены морфологические исследования, то есть это измерение, компьютерная томография и 3D-сканирование. И сегодня вот мы приступаем к последнему этапу, это полное вскрытие, взятие тканей с различных органов. И будут вскрывать сегодня череп, и мы впервые увидим мозг древнего медведя. Благодаря проводимой аутопсии ученые выяснили, что возраст найденного бурого медведя составляет 3-4 года, а смерть наступила в период спячки. Проведенные мероприятия помогают определить не только биологические данные животного, но и среду обитания медведя. Чем интересен вообще медведь, бурый медведь? Это уникальный случай среди хищных животных, у которых на самом деле преобладает растительная корма. И вот эти вопросы, связанные в первую очередь с жизнью этого животного на тот момент, они в том числе помогают нам восстановить ландшафты того времени. Потому что мы возьмем образцы из желудочно-кишечного тракта, мы увидим, чем он питался. И это в какой-то степени нам поможет восстановить картину прошлого, ну, сейчас вот на текущий момент 3000 лет назад, грубо говоря, 4000 лет назад. Семинар проводится с участием ведущих ученых не только республики и страны, но и зарубежными специалистами. А в дальнейшем мозг животного будет отправлен в Москву для изучения. Возможно, в последующем орган выставят как экспонат в Музее Института мозга Российской академии наук. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. На этом я с вами прощаюсь. Всем отличного праздничного настроения и великолепных выходных. До новых встреч в эфире.